В этот тяжелый период нашей главной задачей было это поддержать всех, независимо от его, скажем, конфессиональной или национальной принадлежности. Муфти Крыма поставил перед нами самую главную задачу, самый главный приоритет – это здоровье и жизнь людей. Из-за этого, как только пандемия началась, Духовным управлением мусульман Крыма были приняты очень жесткие меры. Мы, так скажем, приостановили массовые все и молебны, и массовые все мероприятия. Кроме этого, все наши, так скажем, вся наша деятельность, которая была связана с образованием населения, потому что это тоже наш самый главный приоритет. Как говорит муфти Крыма, мы должны воспитать новое поколение. Все оно перешло уже в онлайн-режим. Команда Файдал Илим при Духовном управлении мусульман Крыма запустила несколько проектов, направленных на духовное просвещение в онлайн-формате. Один из этих проектов успешно был реализован за месяц Рамазан. Это духовно-просветительская работа, направленная на подготовку нашего общества к месяцу Рамазан. На протяжении всего месяца, каждый день в определенное время аудитория встречалась с спикером, который освещал ту или иную духовную тему, посвященную месяцу Рамазан. В большом масштабе нам удалось реализовать совершенно новый проект, который родился как раз-таки в период пандемии, преподавания Корана онлайн. Мы проект так и назвали «Коран онлайн». На протяжении 2-3 месяцев участники проекта «Коран онлайн» полностью освоили чтение Корана, начали читать его и даже получили от муфтията Крыма в память экземпляры священного Корана. Дети обучались, сидя дома, программа вычитывалась, все предметы, все уроки велись. Ну, конечно же, то, чего мы можем получить в реальном времени, к сожалению, мы не можем получить это в виртуальном. Атмосфера класса, атмосфера, то есть учебного заведения, она, конечно же, сказывается совсем иначе. Конечно, были свои сложности в оценивании, то есть в опросе детей именно касательно того материала, который они получили через интернет, скажем так. Но так или иначе мы, в принципе, справились, дети успешно сдали, достаточно успешно. То есть, слава Аллаху, что у нас есть квалифицированные преподаватели, которые полностью выкладывались на все 100, пытались донести максимум то, что мы делаем именно в стенах нашего медресе через интернет. Наши имамы очень активно обращались к народу, чтобы они следовали всем предписаниям, связанным с коронавирусной инфекцией, чтобы защищали свои жизни и своих близких. И, конечно же, при этом они рассказывали это в лоне традиционного понимания ислама, что, я думаю, в будущем даст плоды как противодействие и как профилактика именно тем мыслям, которые чужды для нас и для нашего народа и для нашей уммы. В период пандемии, конечно же, возникли огромные сложности, но мы быстренько встали на правильное нам русло. Во-первых, мы, Духовное управление мусульман Крыма, нами было организовано и передано на 2 великих праздника, такие как Рамазан Байрам и Курбан Байрам. Тоннами было переданы продукты питания, спецучреждений. Не имею возможности попасть в места не столь отдаленные, но чтобы твои слова были услышаны, мы организовали такой проект «Видеолекция». Обратились о том, что как ценна человеческая жизнь и как должны мы беречь эту жизнь, и как мы должны рационально относиться к этой жизни. Функции выполняются, работа движется, мы не стоим на месте, но подстраиваясь под современные вот эти вот печальные реальности, мы соблюдаем все меры предосторожности, где-то на удаленке, где-то в виде соблюдения дистанции, значит, передача продуктов питания, пополнение фондов библиотек данных учреждений книгами,
традиционной направленности. В первый период мы работали дистанционно, то есть на дому, скооперировавшись, издавали периодику и другие издания Духовного управления мусульман Крыма. Вовремя издали газеты и журналы, издали некоторые книги, которые были запланированы заранее. Сейчас наш отдел работает в обычном режиме. Конечно же, мы соблюдаем меры предосторожности. За этот год было проведено онлайн масса мероприятий, и эти мероприятия, конечно же, поддерживали мусульман Крыма, потому что мы знаем, что в период пандемии люди активные, современные люди, которые находились на самоизоляции, для них это было настоящим испытанием. Вот. Люди, привыкшие к активному образу жизни и привыкшие принимать участие в различных мероприятиях, оказались на тот момент закрытыми дома, и мы помогали в этой ситуации им все-таки вести активный образ жизни. Объявлялись благотворительные сборы, а также готовились продуктовые наборы, это одежда и все необходимые продукты и вещи, которые были нужны на тот момент нуждающимся, пожилым людям и семьям, которые находились в тяжелой ситуации. Ну и, конечно же, хотелось бы отметить нашу работу со средствами массовой информации, когда в период пандемии мы все-таки были с нашими зрителями, мусульманами на связи и вели постоянный диалог. Коммуникация наша не прекращалась посредством ведения различных программ религиозного толка. Был проведен ряд мероприятий и конкурсов различного толка для детей школьного возраста. Мы проводили и религиозные мероприятия, и культурно-массовые исторические мероприятия. Несмотря на введенные ограничения в связи с пандемией, мы не прекращали свою деятельность, но даже добились определенных успехов в оформлении культовых объектов и земельных участков по строительству мечетей. После снятия определенных ограничений ведутся строительные работы на культовых объектах. Можем выделить наш основной объект – это строительство соборной мечети Крыма. Очень тяжело было проводить мероприятия по захоронению. Постоянно требовали от людей соблюдения дистанции, соблюдения масочного режима, быстро все выполнять с учетом того, что заболевание очень такое заразное, передается от человека к человеку. Роспотребнадзор вынес решение, что покойных из морга передавали в специальных таких пакетах. Да. Очень многих людей вызвало это такое, знаете, не совсем здоровую реакцию. Мы тоже вышли из этого положения путем того, что в морге непосредственно нашлись представители, наши единоверцы, которых, вот, в частности, обучили их, как омывать покойного, с какой молитвой непосредственно в морге омывали, заворачивали в саван и передавали уже, даже несмотря что в пакете, но уже человек был усопший, был уже омытый и завернутый в саван. Момент пандемии совпал с нашей реализацией проекта «Халк медресесі», то есть «Народная медресе». Оно было поручено муфтием Крыма Хаджи Эмиль Аблаем, целью которого являлась подготовка священнослужителей в мечетях Крыма. И интересно, так совпало, что и вправду в этот период мы потеряли некоторых своих священнослужителей, и наши выпускники заменили их в этот тяжелый период. На данный момент мы выпустили более 30 человек, и все они у себя на местах, селах, в городах выполняют обязанности мул, имамов, муэдзинов, то есть священнослужителей, и пытаются как можно лучше служить своему народу. В своем стремлении получить религиозные знания поступил в Халк медресесі, где получил основы знаний таджвида, Корана, чтения Корана и основы исламских знаний, вероубеждения. Получение знаний – это обязанность каждого мусульманина, и стремление к получению знаний – это тоже обязанность каждого мусульманина. То есть мы не останавливались, мы продолжали, и для нас, конечно, очень значимо было возвращение в наш привычный формат просветительской деятельности. Тем не менее, мы имеем опыт, мы имеем наработки и продолжаем вкладывать в онлайн-просвещение.